Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом потрясающем театре, в этом храме искусства. И у нас повод такой волшебный. Мы сегодня чествуем поэзию, которая объединила нас всех своей любовью. Ну и коли поэзия, начнем со стиховода. Мне хочется почитать юбилейный год нашего любимого Костахи Тагурова. Его книга, всеми любимая «Ирон Фандыр», родилась вновь, объединив в себе языки аварский, русский, французский и чеченский. Хочется почитать его в оригинале. Позвольте. Бира фалмантынта, жардын ванды, бармайндрат, бира садар тамагурф афанды ива юхат, хей джиди автофажавам махисан, ишко ждар, Адаму фарны, пушканим махисан, кат амашар, тарфтар мажарда яхима кухашит, ишкай женат, дуне харштей, хождармом кукашит, варжун зинат. Светлана, наверное, в театр все-таки вас возьму. Так что... Спасибо большое, мечтала всегда. Дорогие друзья, по традициям, конечно, когда гости, то хозяин дома должен поприветствовать. Поэтому я с удовольствием приглашаю художественного руководителя Русского академического театра Евгения Вахтангова, народного артиста Российской Федерации, лауреата премии Костахи Тагурова Владимира Ивановича Уварова. Вы не знаете, как их владевать, вот это я сама делала. Дорогие друзья, во-первых, огромное спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы пришли. Спасибо, что вы в этом зале. Огромная честь для нас принимать такое величайшее событие и приветствовать наших дорогих гостей, которые приехали не только из соседних республик, но и из Москвы, и из других регионов Российской Федерации. Для нас, правда, это большая честь, потому что Костахи Тагуров, это та традиция, благодаря которой мы, наверное, все сегодня тоже как-то живем, как-то существуем и соизмеряем свою жизнь с теми принципами, которыми руководствовался Хитагуров. Это был величайший борец за счастье, это был величайший борец за справедливость. Ну и, наверное, мы все любим Осетию еще и потому, что мы все понимаем, что такое традиция. Без традиции, без того, чтобы что-то держалось на чем-то, не бывает ничего хорошего. Мы открыли 154-й театральный сезон. Я не могу не сказать, что театр стоит наверное, на 3 китах, хотя значительно больше. Если я буду сейчас перечислять, кто выступал на этой сцене, и Заньковецкая, и Сумбатов-Южин, и Рыбаков, и братья Адельгейм, и Грушевский, и так далее, и так далее. Но самое главное, наше счастье, самое главное, наша гордость, это то, что первые шаги на сцене театра делал Евгений Багратионович Вахтангов. Коста Хитагуров не только ходил по этой сцене, он работал в нашем театре, он работал художником-декоратором. И он осуществил несколько постановок как художник-декоратор. И что самое удивительное, наверное, талант, когда человек талантлив, то талант не бывает узконаправленный. Это не просто поэт,
который блистательно писал на двух языках, на осетинском и русском. Это не просто блистательный художник, который писал картины, и не случайно его очень ценил один из выдающихся художников-передвижников Ярошенко. Это еще и оказался удивительно театральным художником, художником-декоратором. И, наверное, немногие знают, что он совершил революцию в этой области, потому что декорация была плоскостная, а он ее решал. Она была как трансформер. Ну, если так переводить на современный язык, то это предтеча 3D. Это было велико, это было революционно, это было ново, это было талантливо. Ну и, конечно, я не могу не сказать, что пришел сюда врачом в город Владикавказ, а уехал из Осетии уже писателем, поэтом. Здесь сидят много поэтов, много писателей. Булгаков Михаил Афанасьевич, который имел абсолютно непосредственное отношение к театру. И первые свои 4 произведения он написал исключительно для нашего театра. И уехал отсюда уже достаточно известным человеком. Это тоже гордость Осетии, это тоже гордость нашего театра. Когда мы говорим о Коста Хитагурове, то мы не говорим в прошлом. Мы о Коста Хитагурове говорим всегда в настоящем. Потому что вечность, она всегда современна. Коста Хитагуров – это сияющий маяк. Я не пророк. В безлюдную пустыню я не бегу от клеветы и зла. Разрушить храм, попрать мою святыню толпа при всем безумии не могла. Я не ищу сильных сострадания, не дорожу участием друзей, я не боюсь разлуки и изгнания предсмертных мук, темницы и цепей. Везде для всех я песнь свою слагаю, везде разврат открыто я корю, и грудью грудь насилия встречаю, и смело всем о правде говорю. На что, друзья, когда все люди братья, когда везде я слышу их привет, причем враги, когда во мне проклятие для злобы их и ненависти нет, в тюрьме ясней мне чудится свобода, звучнее песни с брецанием цепей. В изгнании я дороже для народа, милее смерть в безмолвии степей. Причем толпа, ничтожная рабыня пустых похвал, дерзает пусть на все. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная, отечество мое. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо. Владимир Иванович, наверное, не сказал или я не услышал, что на сцене этого театра долгое время была постановка спектакля «Фатима», значит, по поэме Коста, и сыграл его Кузнецов, да? По-моему, было так. И это было 60-70-е годы, и у нас была идея буквально несколько лет тому назад, чтобы возобновить. Как-то так вот связано с ковидом, поэтому у нас это как бы еще в замысле есть. Так что я думаю, и это... Самая главная идея есть, да, она да, возродится. да.
Ну что, я бы просил в зале чуть-чуть свет добавить, ребята, потому что хотелось бы, вчера тоже не успели. Хотим видеть Вчера ваши тоже лица. не успели. Хотели бы представить наших гостей. Местных-то мы всех знаем, но наших гостей как-то пофамильно хотелось бы сказать. Абсолютно так. Мы, к счастью для нас, Валерой, за эти дни со всеми познакомились, очень даже подружились. Ну и давайте еще раз видим друг друга. Магомедова Патимат Газимовна, писатель из Махачкалы. Гудимова Марина Владимировна, поэт-переводчик, Москва. Густакуев Андрей Петрович, поэт-переводчик, Екатеринбург. Тимофеева Наталья Валерьевна, поэт-переводчик, Москва. Савиных Марина Олеговна, поэт-переводчик, Москва. Токарева Анна Петровна. Чистилова Татьяна Владимировна, поэт-переводчик, Челябинск. Калашников Геннадий Николаевич, Москва. Поспелова Алла Николаевна, поэт-переводчик, главный редактор издательства «Я Москва». Куплик Александр Иванович, председатель Союза писателей Ставрополья. Гамзат. Магомедович Изуддинов, Дагестан. Прости, я без очков плохо вижу, а так я тебя хорошо Все знаю. замечательно. Кудаева Фарида Малиловна. Очень приятно. Подождите, я сам прочитаю. Ахмедов Мурат Магомедович. Дасания Давид Мканович. Никто не угадает, откуда он. Абхазия. Анкап Ахра Владимирович. Абхазия. Юсупов Руслан Хамидович, Чечня. Соседи. Как же прекрасно мы листаем, и конца и края нет, замечательно. Что-то очень много гостей у нас. Замечательно. Так, дальше поехали. Наскатаев Хафаш Алиевич. Очень приятно, да, представить. Это председатель Союза писателей Чеченской Республики по обстоятельствам, короче, не вспомню вчера или сегодня. Но очень замечательный человек, мы с ним знакомы. Я думаю, что понимаем. Ингушетия. Очень приятно. Писатель Муши. Ли Арсений Витальевич, поэт, дизайнер, сооснователь Российского товарищества поэтов Сибирских край. И Раиса Дидигова, народный поэт Ингушетии. Вот теперь, пожалуйста, теперь все правильно. Не назвали его фамилию, потому что это я хочу сам назвать. Они сидят рядом. Мясат. Наша любимая Мясат Муслимова, самая дорогая. Дагестан, Махачкала. И, конечно, Нина Александровна Ягодинцева. Ягодинцева, огромное вам спасибо. Челябинск. Нужно непременно отметить, что литература, любовь к поэзии, любовь к потрясающим переводам, которые мы чествуем уже столько дней, нас сегодня здесь собрала. Она произвела мосты между Владикавказом и Челябинском. Спасибо вам огромное. И Мясат наш просто идейный вдохновитель, и фестивалю «Быть» теперь. Ура! Я спрашиваю, Расторгуева сказали? Извините, потому что вам завтра в 5 утра улететь, и если бы еще не сказали, было бы очень неудобно, конечно. Подождите, это на закуску. И Это Валера оставил, да, правда. И хочу, конечно, представить и пригласить на сцену заместителя председателя правления Союза писателей России Валерия Анатольевича Латынина. Вот поэтому я его представлю. Дорогие друзья, приветствую вас от имени 8-тысячного отряда Союза писателей России, от нашего председателя Николая Федоровича Иванова, который неоднократно бывал у вас в республике,
и с большим теплом вспоминает о посещении. Он сегодня шлет вам привет с далекой Камчатки. Мы давно ждали этого фестиваля. В каждой республике и в России проводится очень много литературных фестивалей. И мы рады, что на родине Кошта Хитагурова, мудрого, глубокого, великого поэта не только Северной Осетии, но и всей России, всемирно известного поэта, сегодня, благодаря стараниям инициаторов, писателей, поэтов, артистов, попечителей из Республики Северная Осетия, состоялся такой фестиваль. Фестиваль, который, я думаю, что, безусловно, будет жить, потому что рождаются новые поколения людей, которые ценят свою литературу, свою культуру, свои национальные истоки и то духовное начало, которое исходит от народа и выразителями которого являются лучшие поэты. И прежде всего Коста Хитагуров, поэт классических традиций. Я говорил на наших мероприятиях, на круглом столе, в библиотеке, о том, что в отличие от многих других национальных поэтов, Коста сразу же задал высокую классическую планку, поскольку воспитывался в классической гимназии, в Академии художеств в Санкт-Петербурге и, безусловно, был носителем той культуры, того литературного уровня, которого Россия достигла уже к тому периоду. Но он не изменил своим национальным корням. Он прежде всего остался поэтом осетинским и явил лик своего народа, душу своего народа через свое творчество. Низкий поклон организаторам этого фестиваля, попечителям этого фестиваля, администрации Республики Северная Осетия Алания за то, что такой фестиваль состоялся. И дай Бог, чтобы он жил долго и чтобы привлекал все больше и больше сторонников. Мне хочется, чтобы в этом зале на будущем фестивале не было ни одного свободного места. Поскольку я не чужой в Республике Северная Осетия Алания, отсюда родом моя бабушка, отсюда родом мой отец, дяди. И здесь живут мои родственники, Малеевы. Я хочу прочесть стихотворение, посвященное моим дорогим родственникам. «Любовь к Кавказу» называется стихотворение. Прошу прощения, поменяю глаза. Во мне живет любовь к Кавказу. Ее не вытравить никак веками, длящейся проказой национальных войн и драк. Она из Ноева ковчега вросла корнями в Арарат и миллионами побегов земной заполонила сад. Она от ариев и скифов, здесь разбросавших семена, переборовших зло и лихо во все лихие времена, и даже женщиной любимой, в которой тоже жив Кавказ, игрой судьбы непостижимой она соединила нас. И те, кто дьявольской закваской умы нестойкие пьянят, к национальности кавказской пусть причисляют и меня. Спасибо.
Света, ну ты же видишь, без очков я плохо вижу. Поэтому мы забыли несколько фамилий, я прошу вас прочитать. Нет, мы не Наши забыли, гостей. мы просто растягиваем удовольствие на самом деле. Шариф Цуруев, Чечня. Наш друг, Очень приятно. наш друг. Калашников Геннадий. Это вообще наш родственник Геннадий. Залина Долгузова. Это республика Россия. Замечательные наши. Степанцов Вадим. И Шестаков Лазарь. Очень приятно, здравствуйте. Юсупова назвали? Назвали молодой. Господи боже мой, как же это приятно. Всех очень рада видеть. Да, дорогие друзья, на самом деле, вот здесь кто есть, они все знакомые лица, я имею в виду из Владикавказа. Есть очень уважаемые люди, начиная вот прямо с ложи директорской, и Казбек Лицаев, и Галазов, бывший министр культуры, поэтому при них даже мне бывает очень неловко эти что-то говорю, потому что они... Валера смущается, исторический момент. Потому что все время потом, как бы хорошо, что они провели, обязательно Казбек Кайсенович сделает вам замечание. Поэтому Казбек Кайсенович... Учите нас, пожалуйста, учите. Дорогие друзья, вчера мы как говорили, что в библиотеке не было возможности по времени, и у нас было очень много людей, которых наградили грамотами и почетными дипломами. Я бы очень хотел, Света, чтобы сейчас мы... Приятности продолжаются, И да? для этого приглашаем председателя Союза писателей нашей республики Бориса Рожденца Осиева. Галантные кавалеры наши. Как же это приятно. Муслимова Мейсат Шейховна. Так. Почетная грамота парламента Республики Северная Осетия Алания награждается Муслимова Мейсат Шейховна. Почетной грамотой парламента Республики Северная Осетия Алания награждается Ягодинцева Нина Александровна. Почетной грамотой парламента Республики Северная Осетия Алания награждается Цуруев Шариф Мавладович. Министерство культуры Республики Северная Осетия Алания выражает благодарность Нагастаеву Хавашу Алиевичу. Вот примут за... Благодарность от Союза писателей Республики Северная Осетия Алания Дидиковой Раисе Абукаровой. Валера, это, пожалуйста, прочтите вы.
Что-то вижу, моя девочка. Да, почитаем с удовольствием. Записатель нашей республики объявляется Гаглоевой Светлане Сослановне, телеведущей национального проекта «Семья Алания». Они так далеко отошли от меня, как будто я испорчу карту. Ну и продолжим. Это я с удовольствием. Благодарность от имени Союза писателей Республики Северная Осетия Алания выражается Салбиевой Диане Тасултановне. Да, добро пожаловать. Дело в том, что господин Расторгуев долго ждал этого момента. Благодарственное письмо вручается Догузовой Зарине Хазбиевне. Благодарственное письмо вручается Кулиеву Рашиду Каримовичу. Обязательно дает адресат. Борис Сергеевич, спасибо вам большое за ваши благодарственные письма. И мы продолжаем наш ЦРУ. Да. И приглашаем на сцену Ивана Ильича Алборова. Будьте любезны, общество Костаки Дагунова. Ну, конечно же, на празднике имени Коста не может быть его представителей. Как могут отсутствовать? Как мне приятно это читать. Благодарственное письмо вручается Тупхат Муртазилиевой. Благодарственное письмо вручается Ахра Владимировичу. Благодарственное письмо вручается Давиду Мкановичу. Благодарственное письмо вручается Руслану Хамидовичу. Так задумано, мы теперь как друзья. Благодарственное письмо вручается Александру Ивановичу. Куприк Александр Иванович. Так как мы сегодня все уже знакомились, мы объявляли список наших уважаемых гостей, то наши
уважаемые благодарящие решили уже как-то по-свойски фамилия, имя, отчество. Благодарственное письмо вручается Гамзату Магомедовичу. Вот, сразу поняли, кто. Так, просто и не выбраться аккуратно. В этом неудобно. Благодарственное письмо вручается Альбине Григорьевне. Доведем до адресата. Благодарственное письмо вручается Лазарю Витальевичу. Очень приятно. И еще одно благодарственное письмо Вадиму Юрьевичу. Тоже доведем до адресата. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. На стойке. Сколько сегодня эмоций, что Валера даже забыл свой микрофон на стойке. Очень приятно. Спасибо вам огромное. Казбек, скорее всего, из-за вас, потому что вы оценивающим взглядом смотрите на нас, ведущий Валера теряется. Дорогие друзья, продолжаем наш вечер. Слава Богу, церемония прошла. И я думаю, что вообще этот зал чудесный. Здесь всегда хочется что-то говорить, что-то играть, что-то вот творческое. Поэтому мне кажется, что, наверное, сегодняшний вечер изначально программу хотели с танцами, с песнями, с цыганами, но потом решили, что это не тот вечер, где можно, так сказать. Поэтому сегодняшний вечер – это вечер поэзии. И хотел бы пригласить на эту сцену моего друга, замечательного поэта, депутата нашего парламента, директора моего театра, где я работаю, удивительного человека – это Чермен Дудаев. Чермен Дудаев, наверное, не знает дорогу сюда. Вот здесь кратчайший путь. Он, наверное, Через терник к звездам, Валер. Все хорошо. А вот и Чермен. знает. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу всех поздравить с этим большим событием, с первым фестивалем нашей дружбы, кавказской, которую мы за последние десятилетия, к сожалению, наверное, утеряли, или она ослабла. И положено начало этим фестивалям, нашему братству, творческому братству. Поэтому я хочу прежде всего поблагодарить организаторов этого фестиваля, всех, кто причастен к изящной словесности, всех, кто причастен к самой высокой форме существования языка. В этом году и организаторы фестиваля очень верно подгадали несколько для нас ключевых для республики дат. Это 250-летие присоединения Осетии к России, это столетие образования Северо-Остинской автономии, это 240-летие образования крепости Владикавказ. И вот еще одно крупнейшее событие для нас – это юбилей нашего классика Усталия Ивановича Хитогорова, 165 лет. И действительно он является символом этого фестиваля и символом нашей республики, безусловно. У нас в республике очень много талантливых, прославленных, выдающихся людей.
Это и военачальники, и ученые, деятели театра. Но лицом номер один, я счастлив, этой республики стал просветитель, художник, поэт Костар Ливанович Хитогоров. У него, вы знаете, есть такое известное стихотворение. Не верю, что я забыл родные наши горы, но я его читать не буду. Я хочу напомнить один куплет из этого стихотворения. Люблю я целый мир, людей люблю бесспорно. Люблю беспомощных обиженных сирот, но больше всех, чего скрывать позорно, тебя, родной аул и бедный наш народ. И вот долгие годы это стихотворение читалось так. И в советское время тоже читалось так. Тебя, родной аул и бедный наш народ. В литературе очень важен синтаксис и очень важна пунктуация. Но и здесь они оказались беспомощными, потому что стоит после тебя запятая, тебя, запятая, родной аул и бедный наш народ. Так вот, Костар Хитогоров не к аулу обращается в этом стихотворении, как принято это считать. Он обращается к женщине. Тебя больше всех люблю. Чего скрывать позорно? Тебя, родной аул и бедный наш народ. И я считаю, что любовь к родине и любовь настоящего горца, каким был Костар Иванович Хитогоров, к женщине, эти темы всегда переплетаются в настоящей поэзии, в настоящем высоком искусстве. И поэтому, читая свои стихи сейчас со сцены, я, наверное, эти две темы тоже переплету. Осетия пахнет не луком, не лугом. Осетия пахнет разлукой и плугом, разлетом иронских бровей, уст манящий из лукой твоих откровений, осокой, высокою мукой, Даргавсом, согревшим ущелье сиянием лунным, Зурабом, ступившим на берег равнины Колумбом, кострами в ночи, что пастушьим молением святы, Дзаугом, не знавшим про город свой славный когда-то, отвагой бега и чермена бесстрашным булатом, но только не пошлым бахвальством, не лоском, не златом. Осетия знает, чем пахнуть. Осетия помнит дыхание угрюмого сына Ливана, писавшего Анне, когда твой Гайто задыхался в парижском ажуре, когда твой Иса на коне перескакивал гор Манчжурии, когда твое племя чужие курганило страны, ты пахла все так же божественным ронгом шатаны. Осетия, мама, какие мне выплести бездны из рифм этих скудных, чтоб быть твоей славы любезным. Пишу эти строки, томясь, как Шамиль под Калугой. Осетия пахнет разлукой, разлукой, разлукой. Еще одно стихотворение. Под газырями на сердце моем лежит мое отечество, и в нем мой дом стоит, и горный окоем обхватывает небо, как подпруга, и дарит мне любезная подруга очей своих беканский водоем, и мы вдвоем, и ни врага, ни друга, и ни врага, ни друга, мы вдвоем под газырями на сердце моем. Под газырями у меня в груди Дарьял прозрачной дымкою кадит.
Мой дом стоит, и мой кунак следит за тучными небесными стадами. Он не вздыхает по изящной даме, сказавшей мне когда-то «Уходи», оставшийся портретом в синей раме, случайным силуэтом позади, под козырями у меня в груди. Под козырями в сердце у меня стоит мой дом, Осетия моя. Мой горный рай, и не умею я любить иную землю пуще этой. Мной прочтены 7000... Мной... Сбился, извините. Седлавших легкокрылого коня. 7000 женщин в зареве сонетов, но только лишь одна Алания под козырями в сердце у меня. Спасибо. Огромное спасибо Чермену. Потрясающе. Насколько обволакивает поэзия, она не знает границ ни языковых, ни ментальных, никаких, потому что наше сердцебиение в этом ритме едино. И мне хочется пригласить на эту сцену Кудимову Марину Владимировну, пожалуйста. Я непременно должна сказать, что буквально позавчера мы были в нашем любимом Северо-Российском государственном университете, и студенты очень знают творчество Марины Владимировны и покорены, и очень хотят встретиться с ней лично. Слово вам. Студенты и аспиранты, и пенсионеры всегда спрашивают, а что такое поэзия? Что это такое? В чем состоит ее тайна? Я не знаю, в чем состоит ее тайна. Я знаю, что поэзия – это слова, которые оформляют бытие, и которые хочется запомнить и процитировать. Поэтому я свое появление здесь, присутствие на этом великолепном празднике объясняю словами Чермена Дудаева, с которым я полчаса назад лично познакомилась в фойе этого театра, и которому просто не успел сказать, как давно знаю и люблю его стихи. Его строкой повторяю все эти мысли. Имя моей родины – Коста. Имя нашей родины – Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Коста Хитагуров, который стоит в этом ряду, и мы горды тем, что нам выпало, я не ожидала этого никогда в жизни, прикоснуться к этой лирике и перевести хотя бы несколько этих бесценных строк. Поэтому я начну с короткого стихотворения Коста Хитагурова «Если нежностью высочилось сердце во власти судьбы, если бы так случилось, если бы верит снова бедняга, который год, что славой окупится слово, что слово примет народ. Если б народа доля мне напитала кровь, если бы вместо боли царствовала любовь.